Gelen ısıtmak vakıdından bağlı problemalары büyük zorlukları getirecek. Resurslar da hepsine var nasıl yetişmesin. Paylaştı çadırlungan primarı Anatoly Topal. Vakıtlar sağır beklenilir, düşünür o. Niçinki gazın pahası var nasıl daha da yüksek olsun. Мы на последнем заседании муниципального совета обсуждали вопрос, как мы можем еще увеличить поддержку категории малоимущих. На сегодняшний день у нас действует несколько социальных программ. В этом году мы уже порядка 1000 человек получили по разовую помощь 1500 леев мы называем на холодный период. Плюс мы выдаем социальный хлеб. Считаем, что тоже небольшое, но маленькое подспорье для вот этих 1000 людей, которые получают. Конечно, это очень малый процент, который мы можем охватить. Мы попытаемся сейчас, несмотря на то, что бюджет очень тяжело, еще немного сумму добавить на второе полугодие, потому что с 1 октября мы будем принимать заявления. Уже та категория, которая не подавала заявление в первом полугодии, такие уже заявления есть. Bu yıl finans yardımını 1000 kişiden ziyade aşından sonra kabul etti. Ödemeklerin ikinci etapı zor durumda bulunan insana gelen güzün beklenilir. Soruş yakacak verilmesinden paylaştı primar ta zor ne kadar hepsi öbürler. У нас дров нету, лесополосы, к сожалению, те, которые были их, они ушли. Сейчас мы приняли на совете решение о том, что будем проводить прореживание лесополос, где нанимаем людей, которые будут 70% брать за свою работу, 30% мы будем забирать у них. Но это не дрова, это больше хворост, который в результате прореживания. Но считаем, что там, где есть печки, он тоже пойдет. Есть у нас очень много деревьев, которые аварийные, которые требуют сухие аварийные. Мы также проведем сейчас обрезка деревьев. И какую-то часть мы, конечно, обеспечим дровами, но это может быть на уровне, может быть, 100 семей. Anatoly Topal düşünür ki gelen kışa 80%'tan ziyade insana yardım lazım olacak. Bu takım durum çoğu dolaylarda belli edilir. En zor olacak ihtiyaç insanlara kimsade gazla ya elektroenergiyle ısınırlar. Мы постараемся охватить максимально всех. Думаю, что эта цифра дойдет, наверное, до 1500 человек. Но оно не покроет всех нуждающихся. Сегодня я считаю, что эту зиму 80% населения города, я сейчас говорю, будет нуждаться в помощи. Даже бюджетники, которые работают на двое в семье и получают в пределах 10 тысяч леев в месяц, даже для них будет сложно оплачивать услуги и платить за этот газ. Поэтому помощь будут просить все. Мы считаем, что оказание помощи в виде финансов это более эффективно с точки зрения того, что кто-то живет на квартире, у кого-то нет печки. Кто-то топится электричеством. Pensionerlar kendileri de kahırlanırlar. Ne su hem neyle kışa ısınacaklar, hem ne su paraya bunu yapabilecekler. Страшно, если люди будут от холода умирать в квартирах, потому что печек нет там. И где нет печки, там единственное это электричество или это газ. Ничем не будем греться, ни газ нечем платить. У нас 3 детей без отца. Невестка одна работает, и вот я на костылях. Дров нет. Нечем будем топиться. Не знаю. Умрем, наверное, с холода или голода. Fodun aldım şimdi 6000 lei verdim Fodun'a. 6000 lei. Orada var para değil şaka. Bütün pensiyecimi topladım da verdim Fodun'a. Ama bilmem kışı çıkaracağım. Gaz elektrika mallarına hem yakacaklara pahalar her gün yükselir. Gazın bir kubu insan için 22 leyden daha çok eder. Elektrikanın 1 kilovatı yakın 3 ley. Yakacakların payı bağlı onunla ne kadar daha lazımlı olurlar insanın aralarında. Nice bitki vakitler hesap alınır, bu pahalar pek yüksek oldular. Yakıştırarak bıldırkı yılan da kurarlar 2000'den ziyade.